Сегодня у нас 26 января, и завтра, 27-го, я наконец буду делать операцию на нос. Буду там что-то ломать, резать, в общем, так, под общим наркозом. Но все в порядке, операция плановая, я ее задумал еще год назад, когда делал фильм, занимался озвучкой, понял, что мой нос дышит недостаточно хорошо для того, чтобы заниматься озвучкой. И это очень слышный микрофон, потому что в итоге я весь фильм, всю озвучку делал на каплях. Но это не дело. В общем, я решил, что надо что-то с этим делать. Вот Лор НИИ в Питере. Все, завтра будет мне делать. Надеюсь, мне это поможет. Врачи говорят, что поможет. И после этого надеюсь, что я задышу снова силой. Но единственное, что мне сейчас сказали, что реабилитация займет месяц. Я думал, меньше. То есть я в итоге вынужден задержаться в Питере еще месяц, до конца февраля. То есть я надеялся уже пораньше, в середине февраля приехать, но вот до конца февраля, к марту я надеюсь, что все будет хорошо, и я вернусь. Так что завтра у меня веселый денек, под общим наркозом все делается. Мне его никогда не делали общий наркоз, поэтому для меня это приключение, тоже что-то интересное, что-то новое. Да. Тему уже забирают. Никиту уже сделали. Ну-ка, завтра я такой же проснусь, да? Надеюсь, что нет. Ну, а я пока переоделся. Операционная роба. Тоже сейчас через полчасика, примерно через часик заберут. Надо быть готовым поваляться перед операцией. Я так посмотрел, когда вчера шел. Ну все, встретимся через сутки. Вот такой вот я сегодня проснулся спустя сутки после операции. Причем парни более-менее не такие опухшие, а мне что повезло. Все сдуло. Сейчас пойду завтракать кашку как-то. Что тут тампоны внутри. Ну, все хорошо. Все нормально. После этого. Сейчас надо как-то постараться покушать. Ну что, сегодня воскресенье. Операцию мне сделали в четверг, и только вот со вчерашнего дня я более-менее, по виду не скажешь, но, кровь пошла опять. Со вчерашнего дня я более-менее чувствую себя нормально, башка не трещит, я спать сегодня первую ночь спал нормально, без просыпаний каждые 15-20 минут. В общем, не ожидал, что это так будет жестковато. Все опухшее, рот онемевший, синяк тут выплыл, тут, в целом нормально, что. Я был готов к этому всему, и все-таки результат будет гораздо ценнее, чем какая-то неделя там в таких вот не очень приятных состояниях. Вытащили тампоны, там такие толстые тампоны у нас стояли, прям вот огромные, я даже не понял, как они туда поместились. После этого стало легче, они просто давили, и получается башка тоже. Но теперь вот кровоточит постоянно. И вот мы такие вот, их прыщами называют, такие штуки носим. Конечно, думал, что занимаюсь полезными делами, но что-то как-то сложновато немножко. Начинается какая-то деградация. Сейчас соберу себя в кулак. Вот сейчас как раз достал обучение. Сегодня начну, наверное. 5-й день после операции. Вид у меня, конечно, еще не очень. Еще и мне запретили мыть голову. Я считаю, почти неделю ее не мыл. Первый раз у меня такое, даже не знаю за какое время. Ребят выписали, кто со мной лежал. Уже заехал новый Женя, он сегодня на операции. Сейчас, понимаю его чувства, он сейчас как раз после операции, вот этот первые сутки, когда ты лежишь там весь в балях, спать не можешь, в болях. Мне сейчас говорить еще тяжело, щеки здесь, конечно, тоже мне сегодня выкачивали, там, сгустки, в общем, так. Ожидал, что это будет попроще все, что делать, подумаешь, недельку так помучился, сейчас потихоньку, я думаю, все будет уходить, сходить. Завтра должны выписать, потому что буду ездить на промывание, но сказали, еще раз подтвердил доктор, что до конца февраля, до марта надо быть здесь.
будут меня наблюдать, потому что все-таки меня, ну так, кучу убрали кусок перегородки, обрезали, тут такой шипик был, он закрывал немножко. Потом пазухи вот эти их расширяют, то есть их надрезают, вычищают оттуда ткань, зашивают. Как-то и вот так. И здесь у меня, оказывается, были вот в этих пазухах большие полипы. Прям вот, ну, как у меня на рисунке нарисовали, огромные. Чтобы до них добраться, мне заходили через рот, сверлили, и вот так вот. Мне из-за того, что здесь заходили через рот над деснами, ну, изнутри, здесь, получается, у меня вот это все начало кровоточить. И кровь пошла вот везде там всасываться. Вот мне сегодня ее выкачивали еще в пазухах. Она здесь у меня швы здесь, ну, сегодня только сняли, наложено. В общем, весело. Но, как я уже говорил, искусство требует жертв. Мне уже нос дышит. Мне даже сказали, что он как-то, ну, хотя еще там все воспалено, кровоточит, еще так. А через месяцок я буду возвращаться и хочу записать уже свой голос, закадровый голос, сделать ролик уже с этим, ну, с новым. Ладно, завтра приведу себя в порядок и домой. Папа меня заберет. Ну, все в таком виде. До свидания. Спасибо всем. Вот наша пыточная там. Ежедневные чистки. Все, покидаю эту больницу. Неделю здесь прожил, в принципе, привык уже. Нормально. Кстати, хочу отметить своего врача, лечащего, хирург, оперирующий Захарова Галина Порфирьевна. Ей спасибо большое. И вот ассистирующий хирург, это так сложилось, что он из Якутии, Иванов Никита Игоревич, молодой специалист, и я думаю, что очень перспективный. Вот он за мной ухаживал все эти дни, операция тоже, все там поддерживал. Так что, Никита Игоревич, тоже спасибо за все. Буду восстанавливаться. Ну и очень символично, что именно врач из Якутии, он в самом Якутске жил, вот потом здесь, вот, я так понимаю, отучился, и вот работает сейчас в Лорнии, уже в штате, уже хирургов. То есть вот очень символично, что именно оттуда мне вот все это делали. Папа меня где-то ждет. Спасибо, плюс. Привет. Че, как она? Да, ну уже красавец. Уже красавец. Уже, да. Ну, единственный такой красавец в отделении, на самом деле.